Добрый день, хайрлі күннер, уважаемые зрители, подписчики, комментаторы канала Татары Мира. Давно не виделись по определенным причинам. Вот я в отпуск успел сходить, немножко похвастаюсь. Но, в принципе, мы возобновляем нашу работу, возобновляем наши стримы, в том числе и с Искандером Леруновичем Измайловым, нашим историком. Сегодня наша тема – это тема, которая всколыхнула татарский мир ровно практически в ту самую неделю, когда я ушел в отпуск, а именно инициатива Узбекистана установить памятник Тамерлану в Самарской области, там где-то рядом на берегу реки Кандурче, где было его известное сражение с ханом Тахтамышем. Я посмотрел, в принципе, как идет дискуссия по этому вопросу. Заметил, что, например, такой блогер-историк Дмитрий Чернышев из Саратовской области уже успел по поводу этого высказаться. Говоря кратко, он бомбит, ему очень сильно не нравится эта инициатива, и у него, видимо, есть какой-то свой зуб на то, что Тамерлан в свое время уничтожил город Укек, на котором сейчас рядом с которым сейчас Саратов находится. Вот. В черте города, но в стороне от самого Саратова. Он даже эту инициативу окрестил как «война памятников» и сказал, а что там, можно, например, в Польше памятник Суворову установить, да, там в Казахстане памятник, или на Кавказе памятник Скобелеву. Вот. В общем, вот такой... Вообще, надо сказать, что в Орджоникидзе долгое время стоял. Его время от времени взрывали, но... Да, вот поэтому получается так. Перед этим стримом, в принципе, я познакомился с кое-какими документальными фильмами, которые выходили на наших федеральных телеканалах и были посвящены исторической фигуре личности Тамерлана. В частности, вот канал России делал документальный фильм, он и просмотров набрал там несколько сотен тысяч. Вот, в принципе, так сказать, можно сказать, что это, в принципе, фундамент для восприятия, интерпретации фигуры Тамерлана. Значит, главные тезисы. Тамерлан молодец, он, значит, очень сильно ослабил Золотую Орду, за что ему от Московского княжества большое спасибо, потому что дальше это все выльется в то, что Московское княжество выходит из-под Золотой Орды и становится независимым, сильным русским, российским государством. Вот такой, в принципе, такие, в принципе, интерпретации вот циркулируют и, благодаря нашим федеральным телеканалам. С Искандером Леруновичем, Искандер Абы, в общем, мы сегодня обсудим действительно, почему вдруг узбеки очень сильно так привязались к фигуре Тамерлана, почему они видят в нем свой столб государственности, и вообще образ Тамерлана, почему так конструировался, например, в Советском Союзе. А я напомню, что его гроб вскрыли именно накануне Великой Отечественной войны. Можно, да, как-то, да. Не будем забегать. Да, здесь. в общем, вот, все самое вкусное, все самое интересное, значит, Искандер Абы, вам слово. Исамсыз, дорогие слушатели, телезрители, подписывайтесь на наш канал, расшаривайте наши стримы и помните, что у нас всегда самые свежие новости о прошлом. Говоря о памятнике, мы должны понимать, которые хотели поставить Тамерлану, надо иметь в виду, что дело-то не в памятнике, а в развитии исторической памяти и то, как прошлое воспринимается нашим современным обществом. Это еще раз, вот дискуссии вокруг этой фигуры доказывают, что в России, как было раньше, так и сейчас, Россия страна с непредсказуемым прошлым. И то, какие бурные дискуссии ведутся вокруг битвы на Куликовом поле, на стоянии на Угре, взятии Казани, памятнику Аксак-Тимуру Тамерлану, все это показывает, насколько это все актуально, и события, которые происходили 800 лет назад, 400 лет назад, не менее актуальны, чем какие-то взаимоотношения сегодняшней
держав на международной арене. И еще раз показывает, что, во-первых, у каждого народа есть своя историческая память, что эта историческая память является довольно сложным, многослойным образованием, которое, в свою очередь, требует защиты, охраны и формирования, с другой стороны. И вот историки, кроме того, что они, собственно, занимаются историческими изысканиями, в значительной мере, хотят они этого или не хотят, они все равно формируют вот эту самую историческую политику. И если раньше как-то у нас это слово «историческая политика» было каким-то ругательным словом, то сейчас все больше мы понимаем, что именно историческая политика является и защита исторической памяти, которую она выполняет, является очень важным, можно сказать, государственным делом. Ну, если позволите, можно даже сравнить это с кибербезопасностью. Еще я помню такие времена, лет 25 назад, когда предлагали какие-то антивирусы, то все смеялись, говорили, ну зачем, о чем тут речь, вообще какие антивирусы, это вы что, ну кто кому залезет, кто в мой компьютер. Но со временем стало ясно, что это не просто проза жизни, это просто необходимость, без которой вообще существование ни отдельного компьютера, ни в целом сети невозможно. И сейчас и все более и более создают какие-то фаерволы, уловители этих вирусов, устанавливается защита. И вот теперь стало ясно, что историки, собственно говоря, выполняют вот эту вот роль фаервола, который защищает нашу историческую память. И правильные акценты и в соответствии вот с формируемой памятью является очень важным аспектом существования академической науки и всех связанных с ней отраслей, в том числе и вот популяризация этой науки тоже самое связано с этим. Если от этих абстрактных совершенно рассуждений перейти к образу Тамерлана, то здесь необходимо, ну, буквально два слова сказать о самом событии вот этой самой битвы на Кондорче. События, которые привели к этому, зрели уже давно. И то, что Золотая Орда имела вполне определенные политические, экономические интересы в Средней Азии, где до этого был улус Чагатая, тоже одного из сыновей Чингисхана, которому досталось Восточный Туркестан и Средняя Азия, часть Хорасана. Вот на всей этой территории в определенный момент, если улус Джучи держался и представлял собой такое единое, довольно централизованное государство, довольно сильное, могущественное, то улус Чагатая развалился в силу внешних обстоятельств, внутренних, не выдержал конкуренции с другими. Но при этом он занимал очень важное положение. Практически все караваны, которые шли по Великому Шелковому пути, неизбежно проходили через его территорию. И важнейшую роль здесь играли города по Сырдарье и Хорезм. Одно время улус Джучи установил не просто такие вассальные отношения, но и фактически свою власть над вот этим участком Великого Шелкового пути. Ну и контролировал Хорезм, тем самым создавая себе довольно комфортные условия. Но во время междоусобицы, которое было в улусе Джучи, это привело к тому, что вот эта власть ослабла. И в результате этого стали нарастать такие тенденции, которые в конце концов привели к довольно серьезным неурядицам. И получилось так, что возникает на развалинах вот среднеазиатских улуса Чагатая
возникает ряд довольно активных султанатов, эмиратов, которые воюют между собой, а в Восточном Туркестане развивается государство Моголистан, которое стремится установить свою власть над вот этим Великим Шелковым путем и, собственно, над Самаркандом. В результате многочисленных войн победителем из этой войны выходит один из беков, который даже не происходил из рода Чингисхана. То есть, вот его происхождение, да. племя Барлас, Да. говорят, это татарское племя. Что с этим племенем не так? Ну, нет, все так, только, я бы назвал скорее, что это тюрко-монгольское племя, или татаро-монгольское, если уж так будет позволено сказать. Но это одно из ответвлений среди многочисленных других племен, которые, надо иметь в виду, вот, что, это скорее не племя, конечно, а клан, да, всего вот известно нам по источникам для этой территории больше 72. Мне кажется, что и эта цифра вообще не окончательная. Там некоторые до 102 этих племен высчитывают. То есть это небольшие родовые такие образования, но из них складывалась аристократия. Вот когда мы говорили о татарах, вот, ту же роль в Средней Азии выполняли вот эти рода, они вместе были объединены общим этнонимом Чагатаи. Интересно, об этом пишет Клавиха, посол каталонского королевства в Среднюю Азию, где он пытался найти какие-то точки соприкосновения, взаимодействия с Тимуром, чтобы вместе надавить на Турцию. И чтобы тот активно играл роль в Средиземноморье. Так он пишет, что господами в этой стране являются люди, которые называют себя чагатаи. С одной стороны, и вроде кочевое население в этой стране, они чагатаи, которые ведут такой кочевой образ жизни. И аристократия, из них формируется основная часть войска. Вот это видимое ему противоречие, но на самом деле это то же самое аристократия, просто аристократия предпочитала не работать в поле, а вести некий такой вот кочевой образ жизни, поскольку продукты ему доставляло, он имел какие-то владения, которые сдавал в аренду или получал какие-то подати с этих территорий, получал подати, например, там, с мельницы, с проезда через мост там, и так далее, и так далее. И мог просто вести такой вот, называемый кочевым образом жизни. А на самом деле это просто образ жизни знати, характерный для Ближнего Переднего Востока. Тут главное, это, что не просто он из какого-то рода, это довольно такой род бедный. И надо сказать, что сам Тимур, он в молодости был, очевидно, скажем так, мягко предводителем некоторого объединения молодежи, которое занималось нападениями, угоняли скот, воевали с какими-то другими такими же объединениями. В общем, можно сказать, если осовременить это уж совсем, что это какая-то молодежная группировка. При этом не все походы и все набеги, которые они совершали, увенчались успехом. И вот по легенде, ни в какой официальной истории тимуридов, разумеется, об этом ничего не сказано, но во многих источниках, особенно враждебных Тимуру, там написано, что во время одной из схваток они подрались, и какой-то, значит, в каком-то селении ему сломали ногу, и он долго болел, и с тех пор до конца жизни остался хромым. Я вам сразу подкину комментарий с чата по этому поводу. В общем, Асылбек Муладжанов, видимо, из... Аксак Тимур.
Поэтому, ну, будем говорить так, как принято все-таки у нас, хотя титул у него, конечно, эмир, но, еще раз говорю, эмиров Тимуров много, а вот Аксак Тимур один. Поэтому вот в нашей традиции установилось такое наименование. Так что, уважаемые узбеки, не обижайтесь, но... Это вполне научный термин. Да, ну и мы жители не Узбекистана, а Российской Федерации. Да, то есть мы можем называть вещи своими именами. Интересно, что вот когда мы говорим вот о хромоте, эта легенда, очевидно, и от татар перешла даже к русским. И более того, она даже зафиксирована в русской летописи, вот именно в такой довольно уничижительной. Очевидно, что вот эти вот легенды, они ходили по всему Востоку, и люди хорошо знали, что как он получил, при каких обстоятельствах вот эту свою хромоту, и подчеркивали вот этот его изъян некий для того, чтобы, ну, с одной стороны, его, ну, считая его это неким унижением, а с другой стороны, чтобы выделить его. Ну, современные европейцы, там его даже иногда и называли как железный хромец, сейчас тот же Клавиха. Ну, перефразируя его имя и вот его прозвище. Железный хромец, интересно вам, господа узбекские комментаторы и зрители, да, обидно нет? Да, чем, да, вот как раз подчеркивает его многие качества, о которых мы поговорим. После того, как он завоевал власть в Средней Азии, захватил Самарканд, сделав его столицей, где-то к концу 70-х годов XIV века он стал одним из самых могущественных правителей, практически объединил всю территорию Средней Азии, совершил походы на Моголистан, на Семиречье, где нанес поражение всем своим противникам. И с этого момента его звезда стала восходить на небосклоне, он вторгся в Иран, где разгромил остатки государства хулагуидов, причем довольно жестоко расправлялся. Именно тогда установил такую практику выставлять, значит, пирамиды из голов убитых жителей и вообще врагов и мирных жителей. А это для сурового средневековья было нормально, ну, вот для тогдашнего понимания морали, или это было все-таки экстремальным даже для сурового средневековья на Востоке? Я думаю, что экстремальным, потому что это все отмечают и как-то очень в негативном плане. Дело в том, что таких крупных войн практически этот регион не знал со времен, ну, завоевания Хулагу Багдада. Там были какие-то стычки, но все равно они, ну, этот регион, как и в целом Северная Евразия, они были довольно спокойными до середины вот XIV века, можно сказать. И вот вспышка такого насилия, причем обычно ведь любой завоеватель не стремится уничтожить мирных жителей. Они же являются податным сословием. Именно захват его является целью, чтобы получать прибыль. А бесцельное уничтожение сотен тысяч людей – это вот как раз экстремальные условия, которые его сразу выделили. Но я думаю, что здесь много таких психологических факторов. После того, как он вырезал там целый город, который сопротивлялся ему, другие города 1000 раз подумают, стоит ли сопротивляться. А он везде, то есть более-менее милостиво, ну, расставлял на разграбление, разорял, но не выстраивал таких. А те гекатомб из трупов и пирамиды из черепов. А те города, которые сопротивлялись, он, конечно, безжалостно уничтожал. Ну, в том числе, например, Сивас,
который сопротивлялся очень долго, он жестоко, конечно, покарал, практически уничтожив его. А это был один из крупнейших торговых городов и крупнейших городов Востока. То же самое, очевидно, и он поступал и в Золотой Орде. Ну и Дели, и одна из таких пирамид из черепов долгие века сохранялась на одном из перевалов в Гиндукуше. Так что, еще раз говорю, он там был очень, в этом смысле, жестоким правителем, выделялся своей жестокостью даже из жестокого мира Средневековья. Когда говорят, что Чингисхан такой был, но Чингисхан не позволял себе просто так бесцельно убивать многих людей. Все-таки он стремился к завоеванию и созданию единого государства. А Тимур, в общем, многие походы совершал не для того, чтобы эту территорию объединить под единой властью. И многие его походы, они как раз были, очевидно, вызваны тем, что он хотел установить контроль над Великим Шелковым путем. И практически вот, ну, над всей его протяженностью от Средиземноморья и до Тяньшаня. То есть вот, и он постепенно расширял свое государство. И в какой-то момент один из беглых агланов из улуса Джучи, чингизидов, Тохтамыш нашел при его дворе, значит, благожелательный прием. Он дал ему войска, и в конце концов в 1380 году Тохтамыш взошел на престол Золотой Орды. Благодаря содействию Тамерлана. Да, с одной стороны, сначала он прямо помогал, а потом, ну, благожелательно смотрел на это. Но здесь благожелательность я бы не переоценивал. Некоторые и современные авторы как-то так, что вот стараются представить дело так, что неблагодарный Тохтамыш, значит, его возвели на престол, а он начал выступать против своего покровителя и какие-то козни строить. Ну, не совсем так. Платой за то, что он благожелательно относился к Тохтамышу, было то, что он совершил 7 походов на Хорезм и отобрал Хорезм и присардаинские города. То есть, опять-таки, установил контроль над Великим Шелковым путем и лишил его, соответственно, Золотой Орды. И когда по мере укрепления власти Тохтамыш, он понял, что страна терпит колоссальные убытки. И, ну, это представьте себе, чтобы, значит, вдруг правитель Беларуси сказал, значит, вот я устанавливаю контроль над нефтяными, газовыми, значит, трубопроводами, которые идут через мои страны, и я буду взимать, значит, дополнительную пошлину. А меня больше не касается, что вы там считаете, что вот должна быть цена меньше, или как это повлияет на ваши требования. А я вот считаю, что должен быть такой. Вот примерно то же самое Тимур установил в Средней Азии. Ну, понятно, что Тохтамыш начал создавать международные коалиции, создавать какие-то военные действия вести, чтобы вернуть былой престиж и место улуса Джучи на вот этой самой торговом пути. В частности, вот он завоевывает Тибриз, какое-то время он находится под властью, а это тоже ключевой пункт на Великом Шелковом пути, но уже в районе Предкавказья, Закавказья. Но Тимур постоянно отвечает действиями. И в это время он переходит тоже на Ближний Восток. И здесь сталкивается с коалицией, с одной стороны, улус Джучи, турецкий султанат и держава мамлюков. И он начинает с ними вести постепенно войну, выдавливает Тохтамыша. Тот наносит удар по присардаинским городам, совершает поход, даже доходит до окрестностей Самарканда. Ну и стало ясно, по крайней мере, Аксак Тимуру, что
с этого момента никакой дружбы нет, и нужно как-то проблему с улусом Джучи решать, нанести такое поражение, чтобы она больше не смогла подняться. И мы так подходим к битве на Кондруке. Да. То есть это случилось уже в 1389 году. И Тимур начинает планировать, собирать армию и совершает длительный поход. Он довольно подробно описан в нескольких источниках. Мы не будем останавливаться на военных аспектах, на вот маршруте этого похода. Битва прошла, кто победил, кто Да, проиграл? ну вот, битва в самом сражении, несмотря на целый ряд сильных ударов, которые Токтамыш нанес и смял там одно крыло, левое крыло Аксак Тимура, тем не менее, в целом он потерпел поражение. Но стратегически это была первая победа. С одной стороны, огромные жертвы, которые понес Тимур, совершив небывало длительный поход через все степи Южного Урала, Западной Сибири и вторгнувшись в Поволжье. То есть территорию вот современного Самарканда он дошел до Самарской области? Нет, не по прямой. Он сначала дошел до Тобольска, а потом уже двинулся туда. Но тем самым он обошел. Очевидно, Токтамыш ждал его на переправах через Урал, Яик. А он обошел его со стороны Южного Урала, и они долго армии маневрировали, не могли встретиться. Но, с другой стороны, Тимур сохранил резервы, и подошли резервы скорее всего, из болгарского улуса, и он встал на Волге, мешая Тамерлану переправиться. Тем самым его победу обесценив. Там говорится, что он собрал много добычи, но это не самые богатые, не самые населенные территории улуса Джучи. Конечно, там разорение было колоссальным, но самый юг, например, город Сарайчик и торговый путь, он не тронул. И здесь, мне кажется, это связано с определенными его тоже политическими расчетами, что будет создана внутри улуса Джучи коалиция, которая выступит против Токтамыша. И она потом, в конце концов, сыграла свою роль. И в этих условиях он вернулся и в 1395 году нанес новый удар, разгромил Токтамыша вторично в трехдневной, очень тяжелой кровопролитной битве на Тереке, но там не обошлось без предательства. После этого он вторгся в улус Джучи и разорил все города, двигался вдоль Волги и разгромил все города правобережья. Сколько лет прошло после битвы на Кондруке? 4. Терек, то есть это получается у нас... 1395 год. Хаджи Тархан, Сарай Аль-Джадид, Укек, вот это самые крупные, еще Бельджамен, Водянское городище. Вот эти вот практически все носят следы такого серьезного разорения. Там еще город Елец, по-моему, да, пострадал? Нет, вот после того, как от Укека он повернул в сторону Руси, преследуя, очевидно, Токтамыша, подошел к городу Елец в Рязанском княжестве. Тогда оно было уже в составе московского государства, как вассальное владение. И штурмовал его, и взял, разорил, полностью уничтожил, сжег этот город. И собрался двигаться на Москву, но что-то его остановило. В русских летописях не просто написано, что он был остановлен, а что Богородица его явилась ему и сказала, что шел бы ты отсюда. Есть такая версия. Да, тем не менее, этот праздник отмечается Русской Православной Церковью, как Покрова Богородицы, которая спасла Москву. Потому что если бы Тимур дошел до Москвы, конечно, он бы подверг страшному разорению. И, несомненно, никаких у него расчетов ослабить Орду для того, чтобы поднялась Москва, конечно же, не было.
Он разорял все, что приходилось под руку. Но просто, с одной стороны, через до леса неподготовленная, ну, огромная армия требовала же постоянно продовольствия, припасов. Вторгнуться для того, чтобы взять Москву с богатствами несопоставимыми ни с одним сардинским городом. А усилий требовало очень много. И я думаю, что он посчитал, что не стоит игра свеч, тем более, что Тохтамыш собирает армию на юге, в степи, и он двинулся туда, разорил Крым по пути Азов, и вернулся уже в Закавказье. Ну и тоже через 5 лет он наносит новый удар, вот, разгромил Сивас, потом разгромил Баязида, взял его в плен. Кстати, да. Вот нанес страшное поражение, собственно говоря, Баязиду молниеносному. Йылдырыму, да. Да. Вот почему он настолько жестоко повел себя в отношении Баязида и, в принципе, как-то более-менее мягко, что ли, лояльно относился к тому, что Тохтамыш... Никак не лояльно, просто он его не поймал. Просто не поймал. А здесь, да, в результате, очевидно, не без предательства сдали Баязида. Там же получилось так, что сербская гвардия держалась и до конца, когда отбивала все наскоки, и отошла, и Тимур не смог ее разгромить. А вот центр, где стоял Баязид, и он бежал с поля боя, но тем не менее его поймали. И фактически даже возили в железные клетки и уморили голодом. Но здесь он просто хотел, чтобы никаких наследников, пока наследники будут между собой разбираться, он уже установит власть. То есть здесь все понятно. Но еще раз говорю, он же даже не завоевал Анатолию, он просто хотел уничтожить противников, но не присоединил ни Улуй-Жучи к своей державе, ни Анатолию. Ну и перед этим он еще совершил набег на Дели и страшное разорение учинил в Северной Индии. Но там тоже не оставил. То есть владения его не распространялись на эти территории. То есть он просто их разорял для того, чтобы, ну, можно несколько причин назвать. Армия, которая находится на своей территории, она грабит свою страну, а которая находится на чужой, она питается за счет завоеванной страны. Поэтому он постоянно ее держал. Но если посмотреть, каждые 3 года он совершает огромный поход. Ну, потому что Средняя Азия не в состоянии была прокормить такую армию. И после его опять же, значит, гибели страна начинает трещать по швам. Но здесь надо, один момент еще. Дело в том, что в Средней Азии всех жителей Улуса-Джучи называли узбеками. Вот. Там есть даже в источниках очень четкое написание, что пришел к Амиру Тимуру узбек Идигей, и он его принял и, значит, определил в гвардию, дал ему удовольствие и так далее. Но здесь подчеркнуто, что Идику узбек – это вот настоящая характеристика человека, выходца из Улуса-Джучи. Чингизидом там понятно, он везде свой. А вот именно к эмирам, бекам из Золотой Орды, там четко такая кличка, что это не просто какой-то там Идиги, а именно узбек. И всех жителей вот отсюда, ну, очевидно, потому что по книжной традиции улус узбека, то есть по принятию ислама, то есть как-то закрепилось в Средней Азии, и вот улус узбека, и, соответственно, оно даже, узбек, это, ну, по-восточному, что ли, правильнее было бы провести узбековцы. Но там понятно, что такие коннотации в русском языке не позволяют так. Но имеется в виду, что они не, так сказать, потомки узбека, а именно из страны.
из Улус-Узбека. Ну и в 405 году он собирает большую армию, очевидно, собирается двигаться на Китай, ну, как пишут источники. Ну, потому что он уже понял, что он взял контроль над Великим Шелковым путем и даже в какой-то степени над Пряным путем, который шел через Северную Индию. Но цели своей не достиг. Караваны в это время в Китае продолжается борьба. То есть сначала свергли династию Юань, потом начинается борьба Минской династии против монгольского государства в северной части, ну, собственно, нынешней Монголии, которые воюют за Восточный Туркестан, за территорию Ордоса и пустыни Гоби. И караванные пути прерываются, нету караванных путей. И караваны не ходят. И Тимур, чтобы навести порядок, чтобы уже, знаете, собрал армию. Но, к сожалению, смерть имела свои расчеты, и он закончил свои дни в Атраре в 405 году. Искандер Лерунович, Искандер Абы, давайте теперь перейдем к вопросам в чате. Уже пишут. Амир Тимур не узбек, он ненавидел узбеков. Узбеки — это ордынцы, Абулхайра с Улуса Джучи, которые завоевали Мавереннахр. Амир Тимур — монгол из рода Барлас. Барласы также среди бурятов и хазар. Это пишет Аргун Прайд, но он, видимо, комментирует вот то, что вы начали говорить. Да, но только интересно, да, хазары тут при чем. Ну ладно. Так вот, барласы сейчас есть такое племя? Нету. Нету. Ну, может, оно куда-то там влилось? нет, дело в том, что все эти племена, ну вот смотрите, найманы, они существуют и в Средней Азии, среди этих самых кочевых тюрков, Маверанахра, которых мы называем узбеками, среди казахов. Причем в каждом жузе есть и не по одному племени найманов. И, ну, мы же говорили про это. И найманы есть и среди кумыков, и среди нагайцев, и есть и в Казанском ханстве они были, да, и в Крымском ханстве. То есть это не надо представлять, что это какой-то, ну, какой-то конгломерат, что ли, единая община, которая вот передвигалась из Монголии. Мы уже говорили об этом, что это довольно сложное образование. То есть, и они формировались по мере того, как формировалась административная структура державы Чингисхана, и на вот эти новые территории накладывалась вот военно-административная организация. Вот барласы были одним из таких элементов в определенном месте, в определенное время. Таких же барласов было много в других. То есть это небольшой клан Барлас был в свое время в Монголии распределен среди многих сотен, и они встали уже на завоеванных территориях господами и стали командующими своих сотен, своих владений, ну, за счет вот этого сумели подняться в силу ряда обстоятельств. А некоторые, ну, не оказались такими сильными, многочисленными. Давайте перейдем к следующему вопросу. При чем тут узбеки? Вот. Нет, При чем вот тут прямо, современные узбеки? Да, вот тут самый интересный вопрос ты прям снял, что называется, с языка. Конечно, вот здесь-то начинается самая главная история. После гибели Аксак Тимура в его державе начинается междоусобная война между его сыновьями. В конце концов победил Шахрух, который отнюдь не был ни самым любимым, ни самым лучшим правителем. И здесь надо еще отметить, вот все говорят, да, Амир Тимур, да, а почему он эмир, да? Здесь все короли, ханы, каганы, а он эмир, да потому что он не был из рода Чингисхана, и он не имел права претендовать на трон. Он, самый высокий титул, которым себя именовал, он был Гурган. На самом деле надо было его называть не эмир Тимур, а Гурган Тимур. И он, кстати, везде... Это ниже, чем эмир? Ну, это зять буквально переводится, потому что он
каким-то браком был женат на одной из, из женщин из рода Чингисхана. Ох, тяжело, он, конечно, пытался закрепиться. Да, ну а зато его сыновья, он считал, что они уже имеют право на ханский... Но они, интересно, что они никогда не назывались ханами, они все были султанами. И даже позже его наследники, они все, никто не именовался ханом. Видимо, все-таки права их считались не такими безупречными. Но он считал, что вот может поднять их статус за счет вот женитьбы. Но не совсем так. Но вот этот Шахрух в конце концов сумел объединить Среднюю Азию, но он потерпел поражение в борьбе с наследниками, с потомками Тохтамыша, в первую очередь с Идигеем. Идигей не только разорил владение, отомстил, можно сказать, Тимуру, но и даже взял Самарканд в 1418 году. И даже после его смерти эта территория принадлежала, была в вассальной зависимости от Золотой Орды. И в конце концов это привело к тому, что сначала один хан вторгается сюда, потом Абул-Хайр хан, действительно, как совершенно правильно говорят осведомленные наши зрители, захватывает в 20-е годы Мавераннахр, становится правителем и создает государство, которое мы называем государство узбеков. Вот, собственно, отсюда и появляется вот этот самый термин. Хотя, скорее всего, правильно было бы назвать шейбанидская держава. Один из самых могущественных сын, внук, собственно, Тимур-Улугбек, но он был больше ученый, звездочет, сохранил знаменитая астрономическая лаборатория, которую он велел построить. Но а в делах военных и государственных он был не так значителен. И в результате получилось, что у него появились претенденты на власть, и устроили мятеж, он вынужден был бежать, скитаться, его схватили на какой-то мельнице, где он пытался скрыться в одежде простого дыханина, ослепили, и он умер в темнице, а его сына тоже казнили. Долгое время там кусок державы оставался в Герате, и все наследники Тимуриды собрались туда. В частности, один из таких Тимуридов, Бабур, знаменитый, известный тоже такой воин, как бы у нас сказали, настоящий, да, джентльмен, который сохранился большая его поэтические сборники, где он воспевает женскую красоту, воспевает в стиле классической тюркской, персидской, вообще восточной поэзии красоту женщин, или наоборот плачет о том, что они его покинули. Он понял, что его сил, чтобы бороться с узбеками, недостаточно. Он потерпел полное поражение, пытался взять Самарканд, даже несколько месяцев он даже был в Самарканде, но потом его вывели оттуда противники. Он собирает армию, вторгается в Северную Индию. В это время, где после ударов Тимура делийский султанат пребывал в полном раздрае. Он захватывает власть, в нескольких сражениях побеждает всех противников, объединяет страну, и потом Индией правят его потомки, вошедшие в историю под именем великих моголов. Потому что себя они называли моголами, как это не покажется странным. То есть были ли они действительно монголами, это мы не знаем, но себя они считали монголами, и хотя говорили на тюркском языке, и писали, собственно, поэзию на тюркском языке. Скадар Леронович, давайте перейдем к тому, как Тамерлан воспринимался в Советском Союзе, да. Потому что, наверное, большая часть литературы исторической о нем была написана все-таки в 20 веке, да? Да.
Что писали о Тамерлане в Советском Надо Союзе? сказать, что да, еще в российской историографии, ну вот, если о нем мы вспоминали, то битва взятия Ельца. После завоевания в середине 19 века Средней Азии интерес к нему, ну, как заново проснулся, поскольку тут горы мир, значит, могилы тимуридов, ну и в целом. Но к этому времени там уже правили и фактически с 15 века династии чингизидов и наследники, вот эти самые кочевые тюрки Мавераннахра, это выходцы из Золотой Орды, которые создавали одно с другим государство, и в конце концов к середине 19 века сохранилось и Хивинское ханство, Каканское ханство и Бухарский эмират, где правили свергнувшие, собственно, власть чингизидов мангыты. Поэтому они имели титул эмиров, а не ханов. И среди них, разумеется, не было людей, которые бы прославляли Тимур, потому что он никак не был. Они были наследниками Чингисхана, и даже если посмотреть истории, которые писали в это время, допустим, история Абул-Хайр-хана, там да, про Тимура-то ничего нет. Там он про Чингисхана пишет, ему потомки, Джоучи там и так далее. Но про Тимура там ничего такого не написано. А вот тимуридская историография сохранилась в Индии. То есть если бы не государство великих монголов, которое трепетно собирало вот эти вот свидетельства и какие-то источники в библиотеке о своем потомке Тимуре, то я думаю, что мы вообще очень мало бы что знали. И наиболее вот таким интересным, который был опубликован, это уложение Тимура, один из самых спорных источников, но мы как-нибудь отдельно поговорим. В советское время пришло время нациостроительству. И нужно было как-то вот эти вот границы феодальные, которые были, Туркестанский край, вот эти вот остатки Хивинское, ханство Бухарский эмират, нужно было как-то объединить и создать какие-то советские республики. Их, в общем, довольно причудливо нарезали, и нужно было название дать. Но поскольку практически все, ну, так называемые младобухарцы, ну, аналогия наших джадидов, была, собственно, выходцами из правящего сословия, а правящее сословие было узбеки эти. Они хоть и мангыты, но все равно были выходцами из татарских этих самых кланов. Через много поколений занимая уже какие-то государственные посты, и их предки занимали государственные посты, и Икрамов, и все другие деятели, руководители вот молодых этих самых республик, в частности Узбекской республики, они, когда встал вопрос, как называть-то республику, он говорит, конечно, Узбекистан. Узбекская республика, а как же еще? Ну, потому что там другой вариант назвать сартами по имени, ну это... Сартстан? Сартстан, да. Ну, потому что как это оседлое мусульманское, но тюркоязычное население, которое даже в 50-е годы ну, занимало где-то около 50-60%, а вот 30%, по крайней мере, занимали таджики, тазики. И поэтому они, в общем, довольно к этому относились с недоверием. И даже сейчас это является таким вопросом национальной памяти, дележа территорий и предков, потому что Таджикистан считает, что, собственно, Бухара и Самарканд – это таджикские города. Ну и население их в свое время, в 20-й год 20 века, было действительно практически наполовину состояло из таджикоязычных, ну, персоязычного населения. И вот после того, как советские республики приобрели название, дальше начинает формироваться уже внутри, ну, весь язык тюркский, который там называется узбекским,
они получают свои учебники, начали писать свою историю. Так. И кто же главный, какая веха этого самого? Ну, назвать их узбеками и наследниками Золотой Орды уже в 30-е, 40-е годы это было просто немыслимо. А потом, когда это стало все уже в 30-е годы, была написана история Туркменистана, потом Узбекской республики, стали издаваться учебники, и все обратили внимание на Тимура, что именно вот эта фигура объединил всю Среднюю Азию, и великий правитель, опять же, тюркский правитель, не какой-то там, ну, допустим, не ираноязычный, или там сомнительный какой-то Исмаил Самани, да, ну, слишком давно, о нем ничего не известно, тут традиций нет, а тут вот как раз, и причем он же выгодно оттеняет его, он же боролся, как и русские, против Золотой Орды. И начинается действительно такая кампания, издается роман «Звезды над Самаркандом» Бородина, который получает Сталинскую премию. В это же время, как известно, публикуется роман Яна, сначала Чингисхан, потом Баты и «К последнему морю». Ну, за роман Чингисхан он тоже получает вторую премию сталинскую по литературе. В 1941 году происходит желание реконструировать памятники, связанные с Тимуром, и в частности его гробница. И его гробницу вскрывают, причем, как уже было сказано, в самый несчастливый день для Советского Союза 20 века. Ну, разве что там декабрьские события могут сравниться с 91 года. А 22 июня, ровно в день начала Великой Отечественной войны, вскрывают гробницу и говорят, что именно это как раз и вызвало войну, поскольку вызвало духа, значит, великого завоевателя, разрушителя, и вызвало такую страшную военную катастрофу. Но после этого он был реконструирован, и наследием вот этого самого вскрытия, изучения его могилы стал великолепный скульптурный портрет, который был создан Михаилом Герасимовым на этой основе. Потому что ханов Золотой Орды мы не знаем просто, где они похоронены, кто они, где они. А вот могилу Тимура, поскольку она была известна, вот один из таких великолепных поводов воссоздания вот этого самого портретного сходства. Еще связано с тем, что другие-то были разгромлены, разорены, а вот эта могила осталась. И вот после этого миф о Тимуре становится таким все более и более нарастающим. Здесь даже и вот как раз вся вот эта вот мифология о том, что он боролся против Золотой Орды, он нанес ей поражение, он, как и Дмитрий Донской, чуть ли не рука об руку, значит, вместе сражались против татаро-монгольского ига, и на Средней Азии, значит, это было ига, и вот узбеки тоже героически боролись во главе с Амиром Тимуром против татарской опасности, в конце концов сбросили это самое иго, победили, и все это привело к тому, что вот узбекское государство все развивалось, и до 20 века, значит, в составе российского государства, потом и отдельно, стало такой единой державой. С разными акцентами, но эта историография продолжалась, но после 91 года, когда Узбекистан получил независимость, это приобрело просто гипертрофированные формы. Но если еще раньше можно было там говорить, что Аксак Тимур, там Тамерленг, то сейчас, вот видите, говорят, нет, правильно именовать только Амир Тимур. Больше никак его нельзя. Все остальное уничижение памяти, и не имеете права. Говорите правильно. В общем, это все равно, что там мы бы должны были говорить, что не Иван Грозный, например,
Это уничижительное. А надо говорить, Иван Васильевич IV по кличке Грозный. Или Ну, Василий Темный там. Да, нет, Василий Иванович II, ну и так далее. Я хочу сказать вот, что гипертрофированные формы, и именно вот это, очевидно, вызвало в каких-то трудах желание не только увековечить его память, но и распространить этот культ и на территорию Поволжья. И вот здесь вот мы имеем дело с ну, довольно таким сложным, что ли, феноменом, когда вот это вот в Узбекистане явно дело произошла аберрация исторической памяти. Аберрация это что такое? Ну, искажение. Ага. Прямо она превращается в свою прямую противоположность. То есть вместо того, чтобы хоть как-то реально отражать события, ну или, по крайней мере, говорить, что ну, да, великий правитель, но хотя, конечно, к истории, собственно, узбеков, если уж речь идет об узбеках, а не каком-то другом населении, то вот это один из таких деятелей. Нет, он провозглашается чуть ли не отцом узбеков, но это, конечно, нонсенс. По идее, конечно, Тимуру надо ставить памятник, очевидно, в Дели, где его потомок Бабур создал государство, которое просуществовало до середины XIX века. Ну, можно сказать, что в качестве независимого государства он, по крайней мере, был гораздо более сильным, могущественным, чем все среднеазиатские государства. Но получилось так, что вот история распорядилась таким причудливым образом. И узбеки дали имя территории, где они выступили как завоеватели в свое время, но их потомки этих завоевателей поднимают на щит и делают своим национальным героем человека, которого они, собственно, разгромили, и его потомков, которых уничтожили. Но, в общем, не так много таких примеров в истории. Так, давайте еще раз эту схему проговорим, потому что она, на самом деле, даже для меня не очень легка для восприятия. Значит, смотрите, значит, у нас современная территория Узбекистана, и узбеки – это, ну, скажем так, результат нациостроительства Советского Союза. Да. В ходе этого нациостроительства была дискуссия, как назваться, сарты или узбеки. Выбрали узбеки. Было бы, конечно, забавно, что Сартстан стал бы, да? И вот... Я даже не скажу, что там была особая дискуссия, поскольку те, кто мог писать, говорить и был у власти, поддерживал вот младобухарцы, вот Камиль Икрамов, значит, Хаджиния, забыл уже, нет, не Хаджиниязов, Хаджаев. Они все были, собственно, узбеки. Узбеки. Ну, вся интеллигенция была узбеками. Ну, то есть советская интеллигенция была узбекская, в принципе, да? Да. Там, так, хорошо. Мы к Советскому Союзу, значит, с какими исходными данными подошли? Значит, на этой территории было несколько ханств, там как Ханская, Хивинская. Нет, Хивинская была уничтожена во время русского завоевания. Был Да, Туркестанский край, Так, был Хивинское ханство и Бухарский эмират. так, вот, это не узбеки. Нет, там правили узбеки. Правильно, узбеки. Хорошо. Это осколки, получается, империи, которую в свое время там создал Тамерлан. Нет. Создал сначала Абулхайр-хан, а потом были пертурбации исторические, но потом Мухаммад Шейбани-хан. Так, хорошо. Абулхайр, получается, он какое отношение имеет к Тамерлану, получается? Его враг. Его враг. Вот. То Теперь... есть он внучатый племянник Тохтамыша, можно сказать. Так, а вот теперь схема у нас следующая. Значит, империя Тимура развалилась. К власти пришел внучатый племянник врага Тимура Тохтамыша Абулхайр хан.
Он создает свое государство. Как у него государство называется? Ну, условно, государство кочевых узбеков. Да, государство кочевых узбеков. Потом это государство кочевых узбеков распадается, получается, на эти ханства среднеазиатские. И потом, В значит, XIX веке завоевывает российское государство. да, они потом входят в орбиту нашу, да, в российское государство. Потом они входят в Советский Союз. И вот уже в Советском Союзе, значит, нам делают национальность узбеки, полностью там со всеми их Атрибутами. атрибутами, да, там с театрами, академией наук и так далее, с интеллигенцией. И сегодня мы видим, значит, у нас есть суровые узбеки, которые хотят воткнуть памятник Тимуру в Самарской области, в России. Да. Вот такой вираж сделала, в Да. принципе, историческая память о Ну, Тамерлане. надо сказать, что вот эта историческая память, когда мы говорили, это ну, не случайность, определенная закономерность есть, существует. Но то, что она не единичное такое явление, даже в просторах Центральной Азии, свидетельствует судьба уйгуров. Дело в том, что уйгурский каганат, существовавший на территории современной Монголии, в VIII веке был разрушен, ну, своими врагами, в частности, кыргызами. Часть знати, аристократии уйгуров бежала в Восточный Туркестан, где создала несколько княжеств. Ну, наиболее известное так называемое ганьчжоуское, турфанское, уйгурское княжество. Потом они вошли в состав империи Чингисхана добровольно, они не сопротивлялись, потому что перед этим там тоже были войны, их сильно притесняли найманы, которые были нестерианами и боролись против. И вот на этом промежутке между 13 и 15 веком все население практически Туркестана, Восточного Туркестана, стало мусульманским. То есть если до этого там было, даже эти самые уйгуры были буддистами, там было много разных других религиозных течений, в частности нестериане, то вот после того, как они вошли в состав державы Чингисхана, они быстро мусульманизировались. И все городское население мусульманизировалось. И опять-таки вот процессы, когда происходили нациостроительства, весь Восточный Туркестан уже к XIX веку, восстание Якуб-хана, так называемое, против Цинской династии, они стали мусульманами. И там они, государство Якуб-хана называлось Ят-и-Шаар, ну, там семиречье, то есть. Ну, и тогда стали их впервые называть, средние азиаты их называли, соответственно, уйгурами. И вот этот термин закрепился, а потом и сами они себя стали называть уйгурами. И вот получилось, что во время, уже в 20 веке, во время формирования, собственно, нации в так называемом Синьцзянь-Уйгурском автономном округе, население стало называть себя уйгурами. То есть вот это тоже, можно сказать, ну, не совсем такая, правда, они там не ставят памятники, например, там, джунгарским правителям, которые их там завоевали, все-таки далеки от этого. Но, тем не менее, вот эта территория вполне могли бы ставить и памятники какому-нибудь Галдан-хану или Амурсани, которые воевали против китайцев. Сейчас было бы очень... Башакту Галдан-хан, который там несколько поражений китайцам нанес, я думаю, стал бы национальным героем. И я вообще не удивлюсь, если через какое-то время они начнут говорить, что это наши национальные герои, и начнут прославлять их. Но мешает только то, что они все-таки были буддистами, а уйгуры мусульмане, причем такие крепкие мусульмане. Но, в принципе, почему бы и нет? Абулхайр хан, он является, ну, исторически более обоснованным героем, да, современного узбекского Ну, народа. скорее всего, конечно, да. И на него, я так понимаю, еще есть претензии у казахов, да, по исторической памяти? Ну, да, казахи, ну, поскольку казахи вообще претендуют на всю территорию Кокорды сначала, а теперь и всю территорию Улуса-Джучи и ее наследие, то да, они претендуют. Ну, в общем, получается так, что... Но я хочу заметить, очень такой немаловажный факт. Все-таки и Абулхайр хан,
и сам себя, и его называли узбеком все-таки, а не казахом. И они отличали других ханов, которые бежали в степь, Гирей и Джанибек, вот их называли казаками. И отличали от царственных узбеков. Так, у нас, значит, вообще очень все красиво получается. Абулхайр хан, на которого исторически могут претендовать узбеки, себе взяли казахи. Но казахи должны понимать, что Абулхайр хан себя казахом не называл, он себя называл узбеком. Но узбекам не остается не все, Абулхайр хан занят, ну хотя бы тогда Тимура возьмут. В общем, вот такая интересная получается такой клубок исторической памяти, исторических событий и вот это вот сложное советское нациостроительство, которое просто все... Да, переплетается со сложностью вообще истории и сложностью этнических, этногенетических и нациостроительных процессов вообще в Центральной Азии. В общем, друзья, мы, наверное, еще продолжим как-то в этом разбираться. Если вы не разобрались, напишите в комментариях, не стесняйте. Мы еще раз вернемся к этой сложной теме, именно советское нациостроительство и наши тюркские народы. Что же с вами случилось? Ладно, спасибо большое, Искандер Абаев. Все, Всем пока. Сау болыңыз.